теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было справедливо теперь и за всю и на веки вечные. Аминь. О Мария, безработица на зачатку. Молись за нас, кто тебе дорогу шукает. О мой Иисус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо, и допоможи особливо ты, кому наибольше потребно твоя милость. 260. Життя освяти моє тіло, оздорови серця свого. Милость твоя досягла и неба, правда твоя выше слов. Ты один и верный, ты один и вечный, ты один и главный, славный. Ты один и славный, ты один и царь мой, ты один и Бог мой, только ты. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. И с духом твоим. Хто святую мшу спробує за роже ужанцьове, так само во всіх тих інтенціях, в яких вони моляться, як добрий і милосердний Бог прийняв те наші просьби і одарив кожного потребними Божими своїми ласками. Перепросим Pana Boga za все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую оферу. Spowiadajmy Bogu Всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я верни, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за всюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыку небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже,
берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, принимание нашее, яки сядешь рушайся, змилуйся над нами. Вот только ты святый, только ты наш Пан, только ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Милосердный, всемогутный Боже, ученика под Твоим кierownictwem życie na земле развивалось у покои, а костел Твой нехай весь пирожком Тебе служить, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Аминь. Читание книги «Мудрости Сираха». Коли просеивают праз сито, остаются выселки. Так и недохопы человека выявляются, коли он разожает. Начиния гончара выпробовывают у печи, а человека выпробовывают у размове з ним. По плодах древа познают, як его доглядали. Так и по словах выявляются задумы человечего сердца. Не хвали человека перед размовой, бо таким чином выпробовываются люди. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Доброго дяковать Тебе, Пане. Доброго дяковать Тебе, Пане. Добро дяковать Господу и прославлять имя Твое наивысшее, ранице обвящать Твою милосердность и верность Твою уночи. Доброго дяковать Тебе, Пане. Справедливый заквитнее, як пальма, вырасти быцем кедр на Либане, посадженные в доме Пана, яны заквитнеть на дятинцах нашего Бога. Доброго дяковать Тебе, Пане. На вату старости яны будут плодовитые, соковитые и свежие, как обвещать, что справедливый ты Пан, твердыня моя, и нема у имя правды. Доброго дяковать Тебе, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, коли то, что тленное, опронется в нетленность, а то, что смиренное, опронется в бессмиренность, тогда исполнится написанное слово. Перемога поглынула смерть. Смерть, где твоя перемога? Смерть,
Дзе твоё джало? Джало смерці – гэта грэх, а сіла грэху – гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Христа. Таму, мае ўмілаваныя браты, будьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пана. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. З'явиться ніби світочі у світі, тримаючи слава життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Луки. Хвала Тобі. В той час Єсус розказав своїм учням таку приповість. Хіба може сляпий водить сляпого? Чи ж не зваляться ободва яму? Учень не більше за наставника, але кожний добре подрихтований стане таким, як його наставник. Чому ти бачиш щепку у воку брата свого, а вервіна у власному воку не зауважаєш? Як ти можеш казати брату твоєму: дай, браття, я витягну щепку з вока твоєго, коли сам не бачиш вервіна у своїм воку? Криводушник, витягни спочатку вервіно за свого вока, і тоді убачиш, як витягнуть щепку з вока свого брата. Нема доброго древа, якое би приносило дренний плод, чи дренного древа, якое би приносило добрий плод. Бо кожне древо познається по ягонному плоді. Не збирають з терня смакову, а з куста ожини. Не збирають винограду. Добрий чоловік виносить з доброго скарбцу серця добро, а дренний чоловік з благого серця виносить зло. Бо про тое, чим наповнене серце, говорять вусні ягони. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сегодня я хочу трошки другий способ, чим зазвичай сказати про Божие Слово, якое ми сьогодні почули. На початок ми відчинимо перше читання і почуємо про того, хто просеивая. Книга мудрости Сираха говорит: коли просеиваешь просіта, застаються висілки. Брати і сестри, сапраўды, чим ёсць гэтае просеивание, про якое сьогодні ёсць мова у першым читании? Хтось бы сказал так, в другом месте мы прочитаем, что Иисус Христос скажет, что возьмуть и просеять тое, что доброе, заберуться тое, что благое, будет выкинуто вонки и будет спалено у печи, где огонь не погасая, а горит вечный огонь. Так вот это про нас, про каждого из нас, что мы повинны и як мы повинны просеивать. Сегодня в сучасном свете шмат информации, розной информации. И информация есть добрая, а так само есть и дрянная. Вельми часто мы повинны просеять, не так, хтось, например, наставить меня против другого человека. Бо это только другий человек. А я повинен сам своим розумом, своим меркованием зразуметь, что есть доброе, а что есть дрянное. И то, что доброе, треба оставить, а то, что дрянное, треба было бы взять, выкинуть
ваўкі і на гэта нават не ўзірацца, гэта нават не памнажаць, не пробаваць рассаджваць у розныя рэчы, каб яно не ўзрастала ў сэрцы другога чалавека, каб яно проста было. Сёння маем у інтэрнетах шмат розных і канферэнцый, і маем розных сустрэч, розных прапагандаў. Калісьці я размаўляў з адным нашым парафіянінам на адной з калядак і гаворыць так, што файныя ёсць праграмы. І такія, здаецца, нібы хрысціянскія, бо гавораць пра Пана Бога, пачынаюць гаворыць пра праўду, пра стварэнне света, в які спосаб все адбывалася, а потом у якісьці вельмі хітры і мудры спосаб пераходзіць на тое, што бы чалавек хацеў прадаць, які бы спосаб адцягнуць ад Пана Бога, зламаць гэты хрысціянскі пазваночнік хрысціяніна, каб ён дзесьці трошкі выкрывіўся, калі ўжо выкрывіцца чалавек у гэтым хрысціянстве колея і невядома, які спосаб паступаць. Губіцца, ён дзесьці сам заблукае. Калі паглядзім, будзем глядзець розныя праграмы, розныя тэлебачання, розныя артыкулы чытаць, пэўны момант, калі мы гэтым будзем жыць, як напісана сёння, што ў сэрцы тваім, то і з вуст выйдзе. Это не так толькі, што мы чытаем, так, каб толькі ведаць, пазнаць, але таксама гэта дзесьці там не адкладваецца. І яно сёння дзесьці можа не прынесе пладу якогасьці, але ў пэўным моманце яно ўзрасце і дасць нам, пакажа, што мы збіралі ў нашым жыцці, што мы збіралі у свае кішэні, у свае торбы нашага жыцця. А тое, што мы маем, тое потом і выцягваем, тым потом і дзелімся, што маем у кішэнях. Чи не так? Ну так. Чым я напаўняю сваё сэрца? Хтосьці бы сказаў, што я адразу зменю, не маю магчымасцяў. Гэта вялікая дарога, якая потом чакае чалавека, каб перамяніць і выкінуць цэлы бруд з сэрца свайго жыцця і каб потом туда штосьці напомніць. Памятаем гэты урывак, калі Ісус Христос выганяе злога духа з чалавека. І калі выганіць гэтага злога духа, Ісус говорить, глядзіце, каб потом не прыйшоў яшчэ горшы хто-нибудь. После дух выйдзе, але потом прыйдзе намного горшы, 7 разоў горшы і заселіцца там. Чым я напаўняю сваё сэрца? Ад чаго ўцякаю? Вось гэта вельмі важная рэч. Гэтая сіта, чым яно з'яўляецца для мяне? Чи я ўмею паглядзець з мудрасцю Божай на свет і на ўсе тыя справы, якія мяне тычацца. Другая рэч, пра якую гаворыць сёння кніга мудрасці Сіраха, гаворыць пра печку. Навошта служыць печка? Што ў печцы? Ну, каб гарэла, каб там быў агонь. У печцы таксама выпальваецца, і руда выпальваецца, каб потом было жалеза. Таксама ведаем, што і золата ачышчаецца ў печцы. Чым ёсць гэтая печка? Ну, цяжкасцю. Часамі у нашым жыцці неаднакратна гэтая печка ёсць, яна нас выпальвае, а мы дзесьці наракаем. Чаму? Бог хоча нас ачысціць. Хоча выпаліць весь бруд, які там ёсць. Паліць гэта цяжка. Да краміць святая пече, баліць. Рана потом ёсць, яна зажывае. І таксама ў справе духовай. Это не так, што я сабе сказаў, што сёння не буду грашыць. Не буду грашыць, не. Альбо што ад сённяшняга дня буду такія малітвы весці. Так не пойдзе. Так гэта разу не задзейнічае. Бо на пачатак забаліць, бо трэба будзе змагацца. Так чалавек, які вучыцца вам, як вучыўся на гітары, то ўсе пальцы былі на крыві. Выдаецца, што як это можна гуляць? Але потом скура оформляется. И в полном моменте уже, сколько там не тёмышь по этой гитаре, не валять, не кровять, то скоро уже отборная. И так само у житті кожного з нас. Пан Бог хоче нам випалити, не почати говорити валить, але как узмацнить. Как узмацнить. Место, якое було слабое. І наступний образ, те саме той, який проявиться, це що він усі говорить про те саме, який проявиться у Євангелії, это дерево. По плодах древа познают, як яго доглядали.
так і па словах выяўляюцца задумы чалавечага сэрца. Дерева. По плодах познаюць. Посажу я сёння дерева, что я завтра буду иметь плоды? Нет. Может, вот в этом году это дерево не принесет ни одного плода. Как плод вырос, треба чекать. Дочинень до чого? Как я так легко не критикував чоловіка, якого я бачу перед собою. Бо може, у різній ситуації нервовій я так само поступив. Хотів би зробити добро, а мені не вийшло. Була б велика помарка, і хтось би мене по этой першій причині, по моей першей праці, би осуждав все моє життя. Написано, не спеши судить человека по першому слову. Не спеши. Альбо не спеши хвалить человека, пока еще он не промовил. Вот так само сегодня прочитали. Бо это вельми важно. Что есть плодом? Чем одразу принесе плод? Ведаем, что у Евангелии мы почуем, что Иисус Христос будет говорить про смоковницу. Хотя плоды смоковницы, не ведаючи, ведаете, какие растут там, на той земле, где Иисус Христос ходил по Палестине. Как мы их сюда принесли, это дерево и засадили. И оно бы выросло. И оно бы дало плоды. А эти плоды бы не заспели. Вот это единое дерево в свете. Может, не единое, но одно из них. Якое не квітнее. Так, например, вишня, яблоня, сливки якісь, усипано все цветами, и потом эти цветы и дает плод. Нет. И оно одразу приносит плод. А гэтая кветка, внутри там. И чему бы это дерево не принесло бы плодов наших? Может, не тому, что в климатичных справах, а тому, что не было бы этой малой осы такой маленькой, якая выходит в такую милипатенькую дырочку, как запылить эту клетку внутри, как этой плодики там Бог стал зеленым, как он не упал. Бо иначе, когда этого не отбудется, и он не поспеет, он просто отвалится одразу и не будет смаковать, когда я его поднял. Ну, браты и сестры, это в нашем житті так є. Часами Бог хоче ввести в наше життя, може плоди, але має квітки в собі, які хоче запалити, як ви приносили добрі, смачні, солодкі плоди. Але нам би хотілося одразу, а так одразу і все не відбувається. І маємо ще сьогодні Псалм, який тут говорить, справедливый заквітне, як пальма. Ось вам квітки. Вырастя быццам кедр на Лібане. Посадженные у доме пана, яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога. І калі гэта адбудзецца, написано, не толькі ў моладасці, нават и у старости яны будут плодовитые. Не только з раницы, але так само и вечером яны будут приносить плод. Не только з раницы, але и уночі. Чому? Бо це чоловік, який наповняє своє життя перед Богом. Яны будут, написано, не будут твердые, будут вельми смачные. Будут навод в старости, они будут плодовитые и соковитые, и свежие. Так написано в сегодняшнем псалме, який мы все разом сегодня отслушали, спеваючи. И идем далее, как долго не затримовываться, а только сенс сегодняшнего псалма, что не только я з раницы повинен себе просеять, не только на початку своего життя ведать, чего не треба триматися, але я покликаний и уночі навіть себе просеивать, как то, что зло отпадало, а доброе при мне было. Не только з раницы я повинен поддаться этому выгоранию печки, а так само и другие, как приносить добрые плоды, как быть этим плодом, про якое сегодня и мы чуем огульно у Слове Божьем. И святый Павел у послании до Коринтянам так само нам говорит, что хочет зробить, коли тое, что тленное,
апранецца у нетленное, а тое, што смяротнае, апранецца у бессмяротнасць. Тады сполняцца напісаныя словы. Перамога поглыбила смерть. Смерть, где твоя перамога? Смерть, где твое джава? Что святы Павел? Калі мы адчынім усе 13 посланий, якія напісаў святы Павел, ён піша толькі і выключна пра адно. Тэалогія яго вельмі простая. Ну, ёсць там і такая заглубленая, але гаворыць толькі і выключна пра адно. Пра тое, на што святы Павел будзе звяртаць увагу у пачатках сваіх посланий. Будзе гаварыць так. Я, слуга Пана, нашего Иисуса Христа, того самого, якого вы забили, укрыжавали, ён на третий день воскрес и взошел на небо, и сидит теперь праворуч Отца. Это ён. Я слуга того, кто отдал за меня свое житье. Кто отдал за меня свое каригма святого Павла единое, что тое, что смиротное, оно будет не смиротное, а открывать на веки. И святой Павел будет в этих всех 13 посланиях говорить, что Иисус Христос он отдал житье за тебе, за кожного. Не за всех сразу, за кожного. По осудку. Это вельми важные слова, які святий Павел буде керувати на кожного з нас і керує. Маємо різні речі, атракційні. Наприклад, маємо, вийшов тепер iPhone 16, там, то есть, сказать, новая технология, открывает и купить. Сегодня 16, завтра уже 17 з'явится. И уже все, уже старое. Уже немає радости этой. Уже 10 все проминело, пролетело. Да что? Мне и снова его изменять? Но нет. Павел пишет, что то, что есть у Иисуса Христе, и оно неизменное. И оно постоянно такое самое, как только кто что только придумал. Аттракционное, то, что нам хотелось себе вытянуть руку, только что я хочу свою руку вытянуть. Как это взять? Бо смерть, где твое джава, напиша. Кожен з нас это джава носит храху в своем сердце. Але Павел мне говорит, что это джава так само это зломанное, было зломанное. Але чи ти зламаєш у своєму житті, дякуючи ласці Бога. І вертаємося, або заканчуємо на Євангелії, поводле Луки. 3 тижні подряд, сьогодні 3-й тиждень, як ми з'являємося і знаходимося на равнині. Пан Ісус зійшов з гори. День или тому назад, сел на равнине, до його прийшли люди, і на початку він говорив о таких благословениях. Тыдень тому назад говорил о справах, которые вельми важные, как быть человеком, об отчаянии так само. И сегодня мы чуем про тое, что план Иисус третье казание, которое отбывается в этом самом месте. От тех самых людей. Але не все вытребовали, уже шмат кто подходил. Шмат кто дошел. Але мы сегодня весь пришли. Мы так само на этой равнине, где нас запросил Пан Иисус. І промовляє до нас сьогодні так само в нашому житті. І говорить на початок про те, чи може сліпий вести сліпого чоловіка. У сучасному світі повстало шмат сліпих. Наставников так званых. Я говорю, что их что в школе учатся. Наставников таких, которые хотели научать другого человека. Як поступать, чего утекать. Люди здесь, особенно молодые, чинить интернет и убачить что-то против веры, что-то против Пана Бога, что-то против собравной семьи, против собравной любови. И они в это верят. И мы же не верим ни батькам, ни дедулям, ни псалмам, ни костюмам, ни Святому Писанию. Это и слепы. Слепы ведь и слепого. Як ни крути, як бы им весело не было, и так у яму падают под эти продукты. Упадут. Не завидуйте их, что им так добро сегодня. Эта яма будет вельми глубокая. Чи може сліпий вести слепого? Ні в якую. Коли я не очищу своих помкнений, не буду иметь своего цели, то як я могу показать? Навод я свята.
который постоянно покликаны как навертаться и изменять свое житие и познавать. Я даже вельми часто, когда что мне люди пытаются, скажу, не ведаю. Ну, говорю, не ведаю, я не буду придумывать. А вот дочитаю, потом расскажу. Я не могу придумывать, как кто-нибудь запитал меня, или что вы придумывать. Я буду слепым этой головой. И вас буду вел, который пытается, а не ведаете. Але я хочу доведаться, как через кожен з нас покликали, как доведаться. Мы не можем знать всего, о чем нас пытают. Есть такие люди, которые бы хотели посетить субботу, сразу каждая тема на каждую тему говорит. Хоть не видно, а там говорит, вернуть куда-нибудь идти, так званое, неведомо куда идти. У лес темный идти, все идут я иду. Она может туда не верить, что шукать. Это саме в нашем житті. Чи я маю якогось такого наставника, який не з'являється себе. Для мене святий Августин неоднократно говорить, що треба було би обопирати своє Слово Божие тільки виключно на Євангеліє. На Євангеліє. Бо коли воно буде поза Євангелієм, то не буде ти будеш сліпий. Ти сам не будеш видіти в істині. Бо Євангеліє – це правда. Євангеліє – це життя. Наступна річ, вельми коротко, бо час хутко так летить. Про то, що ми ведаємо. Про щепку і бердено. Коли ласка маємо щепку і бердено. Щепочка часами нам зойде сюди. Попали 10-літрові іголочки там. Дюбочка достать не. Трошки болить, а и достанем. А бердено, в глаз. Шимоглаза мне бердено. Подобається мені там приклад, такий образ, пригожий намальований чорно-білий, чоловіка, який має бердено у воку. Стоїть, і він далеко туди аж до стінки тягнеться. Не знаю, сколько, з метрів 100. І стоїть з головою високо повушено і получає чоловіка, який там невідомо, що має, бідний, скулений, починає його получати. Чому говориться достать бердено з вока? Бо як маленька щепка, то ми ще щось там бачимо. А бердено, ми ж нічого не бачимо, то близько. Коли є бердено, то ми бачимо тільки його кривізну, там, яка може якийсь колір, щось ми там ще бачимо, може ще пах почути того бердена, що воно зроблено. Как зрозуміти, що тут бердено, треба було б оставить його туди і отойти далеко і поглядіти. Ой, подивляти, от вона пригожа. Чи подивляємо небудь яку реч, вельми близька, як, наприклад, образі такого. Ні, бо я нічого не бачу. Нема шанс. Я хочу убачити, подойти, поглядеть далека. Тогда я бачу. Это означает достать свое бердено, чтобы поглядеть на початок на свое життя сдаляка, с перспективы. И не пробуй вытянуть то, что ты бачишь так близко. Вот у них щепка есть. Святий Августин так само на це звертає увагу і говорить, що гэтым бервяном в воку чоловіка з'являється тое, що в його найгоршее. Коли ён самый горший чоловік, це означає, що має бервяно в воку, тоді він пробує то, що убачив у собі гэтую щепку, там есть бервяно складається за щепок, то пробує достать з вока когось, как сказать, у себе усправедливить на этой щепочки маленькой. Действительно, там есть, а потом мы разгубляем. Святый Павел так само пише у листе до Титуса про это самое, что для чистых людей все з'является чистое, а для людей брудных все з'является брудное. Слово хорошее, слово правдивое. Что я бачу у другим человеку, то я повинен задуматься. На початок, что есть во мне, что я не бачу это. Пока я чистый, то я буду бачить только добро этого человека. Я не буду звертать увагу на эту щепку, яка есть, бо вона есть у моєму боку, у боку кожного з нас. Та щепка – це ще нічого, як тільки брати і сестри, кожен з нас не мав этого бервяна.
під конець Євангелії ми чуємо про дерево і знову. Дерево, яке дає добрі плоди. Добрі плоди. Треба на ці добрі плоди почекати. Почекати. Бо що у серці твоїм, то я і на устах твоїх. Чи не живу, як вже говорив, це при книгі мудрості Сираха. Затем просим, как мы в нашем житті умели просеивать то, что до нас доходит. Не обов'язково одразу скритикувати чоловіка, коли нам хтось його скритикував, і прийняти його таким, яким він є. Как мы так само умели просеивать информацию, яка до нас доходит. Мы маем свой розум, нам на это Пан Бог дал его. Как мы умели логически зверификовать, а не послухать когось и поверить одразу. Как мы памятали, что есть разные наставники, есть те, что святые. Який есть мой наставник, за кем я иду? Важное питание. Чего я учусь, хочу научиться? То, что у сердце то и на устах моих. По-другое, как я памятал, что Пан Бог меня хочет выпалить. Из раницы и увечері. Навошта? Не как добить, а как узмацнить. И есть моя дрянная сфера життя, как показать, над чим я маю працювати, а тим самим очистить моє життя, мой погляд. І по-третє, как я був добрим древом, как я приносив добрі плоди, и часами их меня можно навіть пересадить у другое место, как я умел и мог прижиться, и не стратить смак плодов. Бо на этом мы покупаем доброе древо, когда мы и сажаем в своем огороде, когда оно в нашем огороде так само приносило той смак плоду, який мы 10 раз скуштовали. Как мы так само, когда нас пересажають, приносили добрые плоды у всіх місцях нашого життя. Амінь. Вірувати на Бога, а й за всього. Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодив Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв пророку, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Пан Бог з'являється благодаром неба и земли, с доверием вознесет Его наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как всем людям принес надею вечного життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как яны умели з развагою и любовью оборонять своих верников
от спокусов злого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу краину, как про заступництво святых мучеников нашей земли перемогли у ее веры и справедливость. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнське суженство, как у тяжкие хвилини сумісного життя вони шукали допомогу Христа, який благословив їх союз. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх померлих, особливо за наших родних, щоб вони отримали від Бога вічну радість. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичну супольність, щоб ми свідчили своїм життям о Божій любові і добрині. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за оружие różańcowe, tak samo we всіх тих інтенціях, яких вони моляться. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что спасал Своего единородного Сына для нашего избавления, выслушай покорные просьбы Твоего народу и щедро одари усіх нас Твоими ласками. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Слава Пана и справедливости Его, и шаги все будет дано Пана. Аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, как мою и вашу яхвяру, имя Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Ojcze, Ciebie pochodzę z der wieki, i my Тебе приносим. Прими яко свідчення нашого синовної відданості і ученика похвали, якою ми складаємо, дякуючи Твоїй добрині, не помогла нам досягнути життя вічного. Раз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і славенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавечаства новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ojcze, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталам Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
Освети гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи i podał swoim uczniom, кажучи: «П'ярыце i picie z jego ўсе, bo гэта ёсць kielich krwi маёй новага i wiecznego zaповету, якая за вас i za многих будзе пролита дзеля odpuszczenia грехов. Гэта czynicie na мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Умираючи śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костер Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, якія паскнули надею на воскрешение, и про всех, кто у ласцы Твоей дошел с этого света и дозволил убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечное, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, якие спред веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwala, wraz u siebie wieczny. Amen. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosić Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa spokoju dni naszych, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsiody wolni od grzechu i zachowani do wszelkiego niespodziewu, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Баран Божий,
які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які береш на себе гріхи світу, а дари нас упокої. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Номер 263. Твоя прислуга, не вовека, сердце мои. Отпочиваю, Калиля только чую голос твой, твой перед тобою, мой Бог. Небо ты зусим я такой любови твою. Пусть я перед тобою, мой Бог. Небо ты зусим я такой любови твою. Молимся. Узмоцненные збавенными дарами Евхаристии просим Тебе, Пане, ученикам в этот сакрамент, який Ты умацовал нас в усявным житті, забезпечил нам удел в житті вечным, раз Христа Пана нашего. Аминь. Об'яви. Після Святої Мши можна буде, кожен забере з собою такий образик до хати з славним Браніславом Маркевичем. З нагоди 20-годдя беатифікації його ззаді буде молитва об оздоровлении захворювання, раз заступництва святого благословенного Браніслава Маркевича, а так само об канонизации отца Браніслава. Коли ласка, молитесь, познавайте духовность Маркевича. 4 сакавіка в аўторак успамін святого Казіміра Мучанніка, 7 у пятніцу успамін святой Перпетур Феліцити Мучанніцы. У нашей парафии трываюць калядныя адведзіны, записываться можно ў закрыстыі. Припоминаю о біблійным конкурсе, записы трываюць до 6 сакавіка. На гэтым тыдні распачынаем перыяд Великага посту 5 сакавіка у сераду папярцовую. У этот день благословим попел, яким будем посыпанные нам на знак перемены нашего життя и наших поводин. Так само у этот день обовязує пост стислый и устримання от мясных стравов. Святые имши отбудутся тройчи у 8 годин раницы, у 15 и у 19. Кожную пятницу Великого посту вельми сердечно запрошаем на святую имшу у 19 годин, а пасля на набажэнства крыжовага шляху, якія правядуць суполкі нашай парафіі. 8 сакавіка ружы ружанцовыя, 15 маці ў малітве, 22 дзеці, 29 суполка, якая моліцца за душу чыстуцернічыя, 5 красавіка суполка абароны жыцця, 12 моладзь і 19 мужчыны. Реколекции великопостные в нашей парафии отбудутся уже на этом тыдні. З 7 по 9 сакавіка духовное практикование проведет ксёндз Александр
Жарнасек, Мар'янін 7 сакавіка у п'ятницю у 15:00 і у 19:00 пасля святої імши, у 19 крыжовий шлях, 8 сакавіка у 15:00 і у 19:00 пасля святої імши, у 19 молитва прославлення, 9 сакавіка, так як кожную неділю у 9, у 10:30, у 12, у 19. Ахвяры, сабраныя у пятніцу і суботу, будуть призначеныя для айца рефлекціоністи, як нашая подяка. Кожную неділю після святої імши у 10:30 співаємо пісні жальби. Сьогодні після святої імши 12 годині відбудеться карнавал для дітей і молоді у домі катехетичним. Дякую усім тим, хто принес бутерброди і присмаки солодкі для удільників. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті. Дякуємо за ахвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, катехетичной залы и тем, кто дежурил. На гэтым тыдні таксама прыпадае 8 сакавіка. З гэтай нагоды прыміце найлепшыя пажаданні. Наши дорогие жанчыны, нехай Бог благословить вам и дае силы на кожный день. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, чакае нарадзіў дзяцей, з дабрадзеяў, ахвярадаўцаў, хто прымае нас па каладзе і абновы дабрадзеяў будаўніцтва, даручаючы кожнага з нас паасобку Маці Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не похорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане нашем, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы ее, что приходите. Примите Божие благословение и держите сито вельми доброго своего життя у Великим посте. Пан з вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутності Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас губу душною по світі. Амінь. 291. Супокой, вам супокой, как взник ваш страх, вам супокой. Супокой, вам супокой, как взник ваш страх, вам супокой. Возьмите Духа Святого.
приходить наші